Добрый вечер, в студии Руфина Мукминова и «Время реальной экономики». 22 декабря в России отмечают День энергетика. Это профессиональный праздник тех людей, благодаря которым в наших домах всегда комфортно. Их объединяет единая цель – нести человечеству тепло и свет. Такая миссия делает профессию энергетика и романтичной, и величественной, и очень ответственной. Учитывая промышленную направленность нашей республики, энергетики в Татарстане – люди, которые создают фундамент всего. Нефтехимики, нефтепереработчики, машиностроители. Их успехи – это результат, который просто невозможен без работников энергетической сферы. Об этих смелых, мужественных людях, увы, мы вспоминаем только во время сложностей, перебоях в подаче электричества и тепла, чрезвычайных ситуациях, авариях. Тем временем от них, без всякого преувеличения, зависит жизнеспособность государства, деятельность промышленных предприятий и транспортной инфраструктуры, медицинских и образовательных учреждений и других социальных объектов, равно как и наша с вами повседневная жизнь. Поэтому сегодня, в канун главного для всех работников энергетической промышленности праздника, мы хотим рассказать об этом малозаметном, но героическом труде. Кроме того, есть еще одна значимая дата. В этом году исполнилось 100 лет плану Гойл-Ро. Если говорить языком современных реалий, это был первый в стране нацпроект «Прорыв во всех смыслах». 100 лет назад страну покрыла сеть электростанций, линий электропередач. Именно тогда наше государство стало на путь индустриализации. Подробнее обо всем поговорим в сегодняшнем выпуске. Кризисный 2020, как пандемия, затронула энергетическую отрасль, с какими трудностями столкнулись энергетики. Несмотря на все ковидные неприятности, мы смогли сделать все наши планы осуществить. Один день из жизни станции. Как приходят в энергетику, почему выбирают эту нелегкую профессию, все расскажем и покажем. Моя мама ведущий инженер производственно-технического отдела, дедушка более 40 лет отдал станции, начиная от сливщика-разливщика до начальника цеха топливоотдачи. Поэтому как-то все само собой. Энергия во благо. Что знают татарстанцы о производстве тепла и света? На вопросы корреспондентов отвечают жители Казани от мала до велика. У меня же дедушка был энергетиком. Очень важная профессия. Большой праздник большой страны. Почему День энергетика в России отмечают именно 22 декабря? И кто спешит поздравить энергетиков Татарстана с этим днем? Пандемия COVID-19 стала шоком для мировой экономики. Бизнесу пришлось адаптироваться к условиям новой реальности, оперативно подстраиваясь под ситуацию. Для энергетического сектора этот период также стал непростым. Ограничительные меры остановили многие промышленные предприятия и организации сферы услуг. В результате упал спрос и на электроэнергию. Такая картина характерна не только для России, но и для всей мировой энергоотрасли. В Европе наибольшее снижение спроса на электроэнергию зафиксировано в Италии и Великобритании, а наименьшее в Дании, Норвегии и Швеции, где ограничения были относительно мягкими. В США снижение спроса с начала введения повсеместных ограничений до середины третьей декады мая составило около 7%, а в Индии около 20%. В Китае в феврале-январе выработка электроэнергии снизилась на 8,2%, причем такая ситуация сложилась в стране восходящего солнца впервые за 10 лет, по данным Совета по электричеству Китая. По данным Министерства энергетики РФ, в России ковидные ограничения на объем спроса на электроэнергию повлияли в меньшей степени, чем в крупнейших странах Европы и Азии. В начальные месяцы пандемии сокращение спроса не достигло и 4%, оказавшись на уровне 3,9%. Наибольшее снижение произошло в первую неделю нерабочих дней и в первой половине мая. Как энергетики Татарстана пережили коронакризис? Узнаем в следующем сюжете. Коронакризис ураганом пронесся по мировым энергорынкам. Попутно он проверил на прочность и российскую электроэнергетику. Несмотря на то, что год выдался сложным, отрасль выстояла. Но, тем не менее, 2020 год охарактеризовался рекордным падением объемов генерации электроэнергии в энергосистемы России. Отрицательная динамика объясняется сокращением внутреннего потребления, которое произошло из-за аномально теплой зимы, снижения добычи нефти и газа, а также падения объемов первичной переработки нефтяного сырья на нефтеперерабатывающих заводах. Кроме того, на уровень потребления электричества повлияло введение карантинных ограничений, вызванных пандемией коронавируса. В период с 30 марта по 20 апреля энергопотребление в России в среднем снизилось на 4%. Несмотря на все ковидные неприятности, мы смогли сделать все наши планы осуществить.
выполнить все наши работы, которые мы планировали. Пандемия коронавируса оказала влияние не только на настоящее в виде падения спроса на ресурсы после введения ограничений в экономике, но и на будущее. Вирус поставил под вопрос своевременный ввод новых проектов энергетики и модернизацию существующих. К счастью, ведущие энергокомпании Татарстана сумели выполнить все намеченные планы и даже не выбиться из графика. Сейчас за моей спиной находится Казанская ТЭЦ-3. В этом году мы делали большую плановую инспекцию ГТУ 405 мегаватт. Благодаря помощи наших федеральных властей, республиканских властей, помощи всех, кто был заинтересован, мы смогли сделать все работы быстро и качественно. Остаться на плаву и сдержать распространение вируса на станциях удалось благодаря быстрой реакции руководства и четкому следованию всем предписаниям Роспотребнадзора. Все помещения проходили и проходят ежедневную санобработку. Сотрудники соблюдают безопасную дистанцию. Маски стали обязательным атрибутом спецформы. Во всех помещениях находятся антисептики. Весь персонал ходит в масках защитных. Также в рамках данных мероприятий производится обработка помещения. Это поверхности касания, дверные ручки, столы, оргтехника. Все эти меры безопасности сохраняются и сейчас. Да, энергетикам трудно работать в таких условиях 12-часовые рабочие смены. Но они, как и врачи, каждый день на передовой и осознают, что только так совместными усилиями получится выйти из кризиса. Представить жизнь без электричества и отопления сегодня просто невозможно. Этот комфорт ежедневным трудом создают нам энергетики. Днем и ночью, в любую, даже самую ненастную погоду, они несут в наши дома свет и тепло. За сложными и невидимыми процессами стоит труд простых работников, и каждый из них четко и профессионально выполняет свои обязанности. Мы предлагаем вам прямо сейчас вместе с нашими корреспондентами отправиться на одну из самых больших станций Казани – Казанскую ТЭЦ-3, входящую в компанию ТКК-16, и увидеть, как работают энергетики. Казанская ТЭЦ-3 – самая большая теплоэлектроцентраль Казани. Значимая станция Татарстана – незаменимое звено в энергетической системе страны. Стратегический объект, который работает 24 часа в сутки, 365 дней в году. Именно здесь производится тепло и электричество для главных промышленных предприятий республики, социальных объектов и жилых домов. Все начинается с топлива. В качестве основных видов топлива на электростанциях используются газ, мазут, торф или уголь. Казанская ТЭЦ-3 работает на самом экологичном виде – природном газе. Он поступает на станцию по газопроводу, в паровой котел и на газотурбинную установку. В котле газ сгорает, нагревает воду, образуя перегретый пар. Этот пар подается на турбоагрегаты для выработки электроэнергии и тепла. Весь процесс производства полностью автоматизирован. Давайте посмотрим подробнее, как здесь все устроено. Котло-турбинный цех станции. Здесь происходит основное действие. Вода после нагрева в энергетических котлах превращается в перегретый пар с температурой 560 градусов Цельсия и давлением 140 атмосфер. Пар из котла направляется в турбинное отделение по паропроводам. Основное устройство здесь – турбоагрегат. Он производит электричество и тепло. Все эти параметры контролирует машинист, старший помогает. Ответственность большая. Я думаю, что самое сложное, наверное, это максимально быстро принимать правильные решения в стрессовых ситуациях, от которых зависит не только веренное тебе оборудование, которое ты убережешь, но также и жизнь и здоровье твоих коллег. В котло-турбинный цех поступает не любая, а только очищенная, химически обессоленная вода. Получают ее вот здесь, в химическом цехе. Качество воды проверяют в лаборатории. Химики по несколько раз в день берут пробы воды, стоков, масел и топлива и следят за тем, чтобы все показатели соответствовали нормативам. Работают в химическом цехе преимущественно девушки. У каждой свой путь, своя история. Алина Фатыхова, например, продолжает семейную традицию. На станцию пришла вслед за дедушкой и мамой. Каждый день начинается с входа оборудования, контроль за режимом работы, внесение коррективов в водно-химический режим. От того, какую воду мы подадим и какого она будет качества, зависит надежность и бесперебойная работа энергетического оборудования. Вообще технические специалисты отличаются самоконтролем. Это, знаете, когда надо вовремя отключить эмоции и принять правильное решение, чтобы предотвратить и положительно завершить какие-то нештатные ситуации. Со школьной скамьи знала, что
буду поступать в энергетический университет и планировала работать на станции. Моя мама ведущий инженер производственно-технического отдела, дедушка более 40 лет отдал станции, начиная от сливщика-разливщика до начальника цеха топливоотдачи. Поэтому как-то все само собой у меня и сложилось в жизни. Казалось бы, что может привлекать девушек в работе на станции? Давайте спросим у них самих. Да, конечно, профессия, конечно, очень сложная, но она в то же время интересная и увлекательная. Потому что каждый день не похож на остальных. Каждый день что-то новое, что-то надо новое решать, делать. Это мне, с каждым днем моя профессия все больше и больше нравится. Некоторые удивляются, потому что некоторые видели меня только на сцене. Я очень творческий человек. А некоторые, когда узнают то, что я работаю именно в энергетике, они все же удивляются и спрашивают, как так, почему, например, ты свою жизнь там связала с этой сложной профессией. А я всем отвечаю, ведь энергетика хоть и сложная, но интересная, она всегда стабильна, надежная, она настоящая и будущее. ТЭЦ находится под присмотром 24 часа в сутки. Управление работой и контроль за оборудованием ведется с главного щита управления. Вот так выглядит рабочее место дежурного инженера станции. Сотни кнопок и десятки датчиков. Круглые сутки здесь находится начальник смены станции, который контролирует режим оборудования. Это главный щит управления станции. Сюда стекается вся информация от всех цехов, от всех начальников смен цехов. Здесь информация анализируется и, соответственно, отсюда уже даются команды персоналу оперативному. Я отслеживаю все показатели, да, от турбин, от котлов, от химического цеха, от топливного цеха, от других цехов, задействованных в производстве электрической и тепловой энергии. Уже ее анализирую, и отсюда моя задача – это ведение экономичного, безопасного и надежного режима работы всей электростанции. Мы показали работу основных цехов станции. На самом деле подразделений на ТЭЦ гораздо больше. Все они звенья одной цепи, которые изо дня в день, из часа в час, из минуты в минуту работают в унисон. Это единая команда, которая стоит на страже надежного электро- и теплоснабжения. Айрат Ахмедзянов еще только в начале своей карьеры и осознает всю ответственность, возложенную на него. Моя задача состоит в том, что нужно контролировать оборудование, его работу. Также нужно следить за тем, чтобы не было поломок, отдефектовывать и устранять их причины. В принципе, мы отвечаем за все электрическое оборудование по всей станции. Это как двигатели, пускатели разные, турбины, трансформаторы и РУ-110, 220. Это открытое распредустройство, которые дают, в принципе, электроэнергию городу. Это очень ответственная работа. Если вдруг в какой-то момент оборудование начало работать неправильно, и мы это не заметим, могут быть ужасные последствия. С ТЭЦ связано много стереотипов. Один из них – работать на производстве непрестижно, а сами станции – пережитки советского прошлого. Неправда. Модернизация, инновация, цифровизация – вот новая реальность теплоэлектроцентралей. На Казанской ТЭЦ-3 в 2017 году запустили газотурбинную установку. Это самый мощный и эффективный в России газотурбинный энергоблок производства General Electric. Чтобы работать на этой машине, энергетики прошли подготовку у иностранных специалистов. Пульт управления ГТУ напоминает центр управления полетами. Сюда стекаются все данные. Персоналу остается внимательно следить за показателями и вовремя устранять неполадки. Говорят, в энергетике случайных людей не бывает. В эту профессию приходят люди особого склада, надежные, ответственные, добросовестные, потому что работать приходится в особом режиме. Соблюдать четкий график, быть готовым хладнокровно мыслить в экстренной ситуации и быстро принимать правильные решения. За каждым киловаттом электричества и гигакалорий тепла стоят люди. Их ежедневный самоотверженный труд делает нашу жизнь теплее и светлее во всех смыслах. У энергетиков не бывает лишнего времени на празднества, особенно сейчас, в разгар зимы. Так уж вышло, что День энергетика выпадает именно на этот период. Но непрерывное производство не останавливается ни на миг. А что знают жители Татарстана о профессии энергетик и как генерируется свет и тепло, узнаем прямо сейчас. Свет и тепло.
В современном мире эти два атрибута комфортной жизни кажутся уже чем-то само собой разумеющимся, как воздух. Только воздух, он есть сам по себе, а вот тепло и электричество нужно создавать. И за этим стоит огромный труд людей, работающих в энергетической промышленности. Мы опросили людей на улицах Казани, знают ли они, кто такие энергетики и чем они занимаются. Есть теплоэлектростанции, где, например, с помощью угля или каких-то других источников энергии нагревают воду, и отопление, горячая вода поступает к нам домой. У меня же дедушка был энергетиком. Очень важная профессия. Большое ли значение имеет энергетика? Конечно, большое. Это свечки текущего мира, конечно. А ты как ты думаешь, если бы не было энергетиков, чего бы у тебя не было сейчас в жизни? Да много чего. Отопление, да, тепла не было. Света, многих игрушек. Энергетик должен быть таким же, как обычный человек. Добрым, щедрым, умным, похожим на Чубайса. Поздравляем всех энергетиков с праздником. Да, и желаем счастья, здоровья, любви и самых-самых-самых-самых новейших открытий. Самые интересные и неожиданные ответы нам дали маленькие жители Казани. Настя, как ты думаешь, как получается электричество? Я думаю, что она получается из огня. Думаю, что с огнем что-то делают такое, добавляют в него, и он, идет по розеткам, по этим всем проводам. На сегодняшний день существует много видов генерации электроэнергии. Самая распространенная в нашей стране – это теплоэнергетика, о которой мы сегодня подробно рассказали в нашей передаче. Также существует ядерная энергетика, гидроэнергетика и несколько видов альтернативной энергетики. Мой папа энергетик. Он ходит на работу в каске и красивой форме. Их еще водит на работу автобус. Детям туда нельзя. Да, действительно, на всех ТЭЦ действует контрольно-пропускной режим. Посторонним вход воспрещен. Когда я вырасту, хочу стать энергетиком. Потому что там работают настоящие мужчины. Мой папа тоже энергетик, и он самый лучший. Я хочу всех с Днем энергетика поздравить. Все энергетики во! Есть миф, что в энергетике работают только мужчины. На самом деле в топливно-энергетическом комплексе России работает огромное количество женщин, которые любят свою профессию и стремятся совершенствоваться в ней. Энергетика бывает разная. Одни отвечают за батареи, чтобы по ним текла теплая вода, а другие за свет, чтобы ночью на улицах было светло и никто не боялся. Энергетики очень важны, и мы ими гордимся. Энергетики дают нам свет в дома. Поздравляем всех с Днем энергетика! Я поздравляю своего папу и всех энергетиков с Днем энергетика. И желаю, чтобы они всегда были энергичные и сильные. И хочу, чтобы у нас всегда был в домах свет и тепло. Энергетическая отрасль Татарстана продолжает уверенно двигаться вперед, оставляя позади времена энергодефицита. Вводятся новые мощности, повышается эффективность оборудования и станций. Несмотря на то, что 2020 год для энергетики выдался сложным, отрасль выстояла и продолжает развиваться. Завтра со всех концов страны энергетики будут получать поздравления. Первые из них прямо сейчас в программе «Реальная экономика». Профессиональному празднику работников энергетической промышленности уже больше полувека. Его утвердили в 1966 году. Дату 22 декабря выбрали не случайно. Именно в этот день, в 1920-м, был принят государственный план электрификации России – план ГОЭЛ-РО. То есть в этом году у российской энергетики большой юбилей – 100 лет, как началась история отрасли в нашей стране. План ГОЭЛ-РО стал отправной точкой в создании системы отечественной электроэнергетики, а также первой научно обоснованной долгосрочной программой экономического развития. Сегодня энергоотрасль России курирует Министерство энергетики РФ. В Татарстане за отрасль отвечает Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан. Его глава Альберт Каримов в разговоре с нами подчеркивает особую важность профессии энергетик. Республика Татарстан не останавливала те инвестиционные проекты, которые были задуманы. Их реализация планомерно продолжается.
Притом надо отдать должное и слова благодарности руководителям наших энергетических компаний, поскольку они в самый сложный период обеспечили безопасность трудовых коллективов, соблюдение всех необходимых норм, правил. Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли, от имени правительства республики, от себя лично я бы хотел сердечно поздравить вас с профессиональным праздником, с Днем энергетики. Энергетическая отрасль – это кровеносная система нашей экономики. Сегодня, в эти короткие солнечные дни, в эту холодную морозную погоду, мы как никогда ощущаем и понимаем важность энергетики, которая дает тепло и уют в домах татарстанцев. Безопасность энергетического комплекса обеспечивают надзорные предприятия во главе с Ростехнадзором. Безаварийная работа энергетиков – это залог экономической стабильности как республики, так и страны в целом. Приволжское управление Ростехнадзора в сфере энергетики в Республике Татарстан контролирует более 8 тысяч организаций, которые в свою очередь эксплуатируют более 67 тысяч объектов. На предприятиях вводится система дистанционного контроля, идет цифровизация производственной деятельности. Энергетикам Республики Татарстан желаю успехов в каждодневном труде, реализации намеченных планов и безаварийной работы на объектах, здоровья и благополучия вам и вашим близким. В тесном сотрудничестве с энергетиками круглый год трудится тарифный комитет. Под руководством этой структуры формируются тарифы на тепло и электроэнергию. Наши энергокомпании на фоне российских выглядят очень хорошо. И в плане внедрения нового оборудования, новых технологий у нас внедрены очень современные, мощные генерирующие установки. В электросетях у нас введена в эксплуатацию цифровая подстанция Зеленодольская. То есть предприятия достаточно прогрессивны, достаточно активны в этом плане. День энергетика для меня лично один из самых любимых праздников, поэтому с большой радостью я хочу поздравить всех энергетиков Республики Татарстан. Очень благодарен вам за эту работу. Хочется пожелать, чтобы у вас и на работе, и дома все ладилось, чтобы все были здоровы, чтобы были новые успехи, новые достижения. С наступающим праздником вас! Кузницей кадров для татарстанской энергетики выступает Казанский энергетический университет. Я хотел бы воспользоваться случаем поздравить всех наших коллег, наших выпускников, от имени многотысячного сообщества студентов, от тысячного коллектива нашего университета Днем энергетика. Это истинные такие патриоты своей профессии, которые выбрали сложную, но зато интересную такую профессию для того, чтобы работать сутками, для того, чтобы все жили в комфорте и не ощущали тех неудобств, которые имеют сегодня даже секундное отключение электроэнергии. Кстати, в выбранной для Дня энергетика дате есть свой определенный символизм. 22 декабря еще и день зимнего солнцестояния. В северном полушарии наступает самая длинная ночь в году. Ну и когда, как не в этот вечер, становится важен труд работников энергетической промышленности, благодаря которым в наши дома приходит свет и тепло. Дорогие наши коллеги, наши потребители, подрядчики, те, с кем мы долгие годы вместе совместно работаем. 22 декабря, как обычно, самая длинная ночь, самый короткий день. Мы должны, как и всегда, согреть людей в эту длинную зимнюю ночь. Я хочу поздравить всех наших сотрудников, всех наших людей, которые вместе с нами отмечают, встречают и 22 декабря, День энергетика, и Новый год. С праздником вас, счастья, здоровья, самое главное здоровье. У нас все получится, мы сможем достичь новых успехов и в новом 2021 году. С Новым годом, с Днем энергетика. День энергетика – праздник всех, для кого понятие «тепло» и «свет» – это не просто слова. Телерадиокомпания «Новый век» присоединяется к поздравлениям. Желаем всем работникам и ветеранам отрасли крепкого здоровья, плодотворной работы, новых профессиональных достижений. Согревайте нас своим теплом.
На этом все. В студии была Руфина Мукминова. Тепла и уюта в вашем доме. До новых встреч!